Здравствуйте, уважаемые участники! Мы рады вас видеть на сегодняшней нашей встрече, посвященной теме «Бизнес-старт для начинающих», целью которого является формирование у обучающихся предпринимательского мышления и умение видеть возможности для реализации своего потенциала, поделиться с обучающимися опытом достижений успехов в бизнесе, активизировать работу по пропаганде предпринимательской деятельности и привлечению студентов в будущем к созданию собственного бизнеса, воспитанию ответственности за свои достижения и свою жизненную позицию. У нас сегодня в гостях Жолдаспаева Алия Жалгаспаевна, учредитель, директор ТО «Ботахан». Она является успешным предпринимателем. Свою предпринимательскую деятельность ведет с 2015 года в городе Актобе. Чтобы ввести вас в курс дела, вашему вниманию предоставляется видеоматериал. И крышку. Хорошо, на самом деле. Так, уважаемые участники, вы наверняка знаете, что не так давно Казахстан перешел на следующий этап развития. В апреле 2017 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с программной статьей «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В этой работе глава государства выделил основные направления модернизации сознания общества и каждого казахстанца. Это конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость сознания. И в этой связи по инициативе Национальной палаты предпринимателей Атамекен, по инициативе был внедрен предмет «Основы предпринимательской деятельности». Предмет официально внедрен с 1 сентября 2019 года в общеобразовательных школах, в 10 классах республики, в колледжах, в высших учебных заведениях. Проект поддержан также Министерством образования РК. Основой предпринимательской деятельности является, это не просто предмет, это система, которая поможет повысить уровень предпринимательской грамотности в Казахстане. Также проект направлен на развитие национальной предпринимательской деятельности, поднятие потенциала молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательство, а также повышение уровня компетентности
молодых предпринимателей. Любой бизнес имеет свои сильные и слабые стороны, как в зависимости от вида деятельности, так и организационно-правовой формы. И с этой целью мы сюда пригласили, чтобы поделиться своим опытом Жалгаспаевой Алия Жалгаспаевны. Мы предоставляем ей слово. Пожалуйста, Алия Жалгаспаевна, расскажите о себе, о своем бизнесе. Как вы начали свою предпринимательскую деятельность? Поделитесь своим опытом нашим студентам. Какие у вас есть цели на ближайшие полгода? Өзімді таныстыра кетейін, Жалгаспаева Алия Жалгаспаевна. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью не с 2015 года, а гораздо раньше. Почему? Потому что процесс согласований по строительству детского сада у нас возникла вообще идея с 2006 года, когда глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал, что ситуация с детскими садами в Казахстане катастрофическая, о том, что вы знаете все, наверное, ну, по курсу истории, я сама историк, по курсу истории, что был после кризиса 98 года вообще полностью развал экономики практически. И это было очень тяжело поднимать любые сферы экономики, и в том числе образование. Вы, наверное, все, ну, наверное, вы знаете, да, как учителя, как преподаватели, что большая Чили передана в различным организациям, и детей размещать было практически негде. И вот глава государства в 2006 году в своем заявлении сказал, что нужно исходить из размещать детские сады и в первых этажах многоквартирных домов, и в каких-то приспособленных помещениях, и по этому поводу были даны большие разрешения. То есть были сняты некоторые ограничения по размещению детей, по организации работы детских садов. Эта идея у нас возникла еще в 2006 году, когда мы прослушали, ну, как грамотные, активные и неравнодушные члены нашего общества. Мы являемся работниками сферы образования. Я работала в школе, я работала в университете, и мой супруг точно так же в школе, в университете. Мы подумали об этом, что раз такая ситуация в государстве тяжелая, значит, нужно, наверное, помочь по мере своих сил и возможностей. Ну, поскольку мы... был опыт согласования различных документов с госорганами, мы начали собирать документы. Мы попросили землю, нам выдали землю в районе Батыс-2. Тогда это было еще совсем, это в 2006 году, это была степь, там даже не было дорог. Мы получили там землю, и начался долгий процесс поиска партнеров, согласования с муниципальными службами, чтобы провести ну, воду элементарно, газ и все остальное, канализацию. Само строительство началось в 2012 году. Почему? Потому что этому предшествовало 18 постановлений акимата. Почему? Потому что процесс очень долгий, очень мучительный был. И когда он уже был в готовом виде, это был 2012 год, мы получили разрешение на строительство. Мы построили садик в 2014 году, он был встроен в жилой комплекс. То есть, получается, садик занимает первый этаж многоквартирного пятиэтажного дома. Процесс строительства занял 2 года. Предшествующее согласование и получение разрешительной документации было с 2006 по 2012 год. 6 лет. 2 года мы строились. С 2015 года, 2014-2015 год мы делали ремонт. В 2015 году мы получили разрешение СЭС, мы получили разрешение отдела образования города Ахтубе. Мы получили государственный заказ, и мы начали работу как, собственно, детский сад. Ну, я считаю, что, наверное, это в первую очередь даже дело не в том, что предпринимательством, для достижения какой-то прибыли. В первую очередь мы хотели помочь молодым семьям, которым было необходимо оставить где-то детей, чтобы продолжать свою работу, чтобы не беспокоиться о детях. Вот это была наша самая главная миссия. Не обязательно, знаете, приобретение прибыли. Вот сейчас, допустим, у нас стабильный коллектив, в нем 25 работников. Люди знают о том, что их будущее обеспечено, что они
находятся под моей защитой, потому что если справедливо и честно выполняешь свою работу, то, соответственно, он не думает о том, что завтра он потеряет эту работу. То есть стабильность 25 семей, я считаю, что это тоже небольшой, но вклад в экономику нашего Казахстана, я считаю. И затем 100 воспитанников наших детей, которым мы даем образование, я тоже считаю, что это небольшой, но вклад в экономику Казахстана. Что, допустим, 50 мамочек сидят и не переживают за своих детей, выходят на работу. Вот это моя главная миссия. Спасибо вам, Алия Жолдаспаевна, за познавательную информацию для студентов. Ну, из всего услышанного из уст Алии Жолдаспаевны у студентов наверняка появились вопросы, да? Уважаемые студенты, вы можете задавать вопросы, используя... Включите, можно включать микрофоны. Қазақша қоя берсеңіздер де болады, қазақ топтарының студенттері ғой основном отырған. Қандай сұрақтарыңыз бар? Мен қойсам бола ма? Гүлфая қоя қойыңыз. Кәсіпкер болу үшін қадамдар жасау керек. Естіп қалдым. Кәсіпкер болу үшін қандай қадамдар жасау керек? Так, лучше опять все молодого, да? Ну, у вас проводится занятие основы предпринимательской деятельности. Это обязательно нужно их в первую очередь посещать. Вообще нужно заниматься образованием. Не обязательно только... Плохо слышно, да? Плохо слышно вас. Алия Жолдаспаевна. Только предпринимательскую деятельность изучать. А? Плохо слышно? слышно. Да. Так. Все слышно. Қыздар, сіздер сұрақтарыңызды. Потому что я до сих пор продолжаю свое обучение, посещаю читаю много литературы, поэтому можете обращаться в Национальную палату предпринимателей, там обязательно по всем вашим вопросам. Я тоже сама была, когда начинающим предпринимателем, я обязательно пошла на курсы бизнес-советников в палату предпринимателей. Очень много получила информации, и потом следующими маленькими шагами. Почему-то выключился звук. Алло, слышно? Да. Слышно, да. Слышно было, да? Я говорила, надо заниматься обязательно самообразованием. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Келесі қойсам, кәсіпкерлерді кәсіпкер болғанда оның қиыншылықтары қандай? Ең бірінші, соны айтып өтсеңіз. Самый первый. Трудности какие были, да. Страх. Первая трудность была страх преодолеть себя, потому что все-таки я человек старой формации, мне было трудно, мне было страшно взять на себя ответственность, потому что никто за моей спиной не стоял, никто мне зарплату не платил, это нужно было зависеть от самой себя. Поэтому в первую очередь нужно было пересилить себя и сделать первый шаг, это самое сложное. А потом уже потихоньку получается опыт, появляются какие-то нужные люди, какие-то знания нужные появляются. Самое первое — страх преодолеть, но не бояться идти. Вот если первый раз шагну, следующие шаги будут легче даваться. Спасибо. Следующий вопрос. Келесі сұрақ бар ма? Здравствуйте, у меня тоже вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. В бизнесе как начальник должен относиться к своим сотрудникам? Я не знаю, как другие, про себя могу сказать. В моем бизнесе нет начальников, в моем бизнесе нет подчиненных. В моем бизнесе это семья. Мой коллектив — это моя семья, это мои сестренки, братишки. Потому что если ты не относишься к человеку как к человеку, а ты только показываешь свое главенство, тогда не будет работы. Вот именно когда мы работаем с детьми, это тот контингент, с которым нельзя быть нечестным. Вот дети сразу чувствуют фальшь, дети сразу чувствуют напряженность в обстановке. Поэтому у нас практически семья в нашем коллективе. Когда есть необходимость, например, чему-то научить, мы вызываем сотрудника, и я сама с глазу на глаз, как психолог, с ними разговариваю. В чем проблема? Подчиненный, в первую очередь, начальник, в первую очередь, он учитель. Мы сначала, если что-то, какая-то есть проблема, мы должны человека выслушать и научить. Психолог и учитель. Это вот с моей стороны, с моей точки зрения, качества, которые должны быть присущи любому начальнику. Не нужно обязательно кричать. В первую очередь, у человека может какая-то внутренняя проблема быть. Поэтому в первую очередь нужно выслушать. А потом уже какие-то принимать шаги. У меня, например, в моем коллективе, вот за 5 лет нашей работы в детском саду, уходили по статье, например, не уходили, у нас уходили только замуж и только на декрет. Все. Хорошо. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Уважаемые студенты, Здравствуйте, у меня есть. пожалуйста. Здравствуйте. Какие 3 главных критерия вы можете выделить, которые помогут достигнуть успеха в бизнесе? Критерии, еще раз я не услышала. Наушники сними. Наушники. Какие 3 главных критерия вы можете выделить, которые помогут достигнуть успеха в бизнесе? 3 главных критерия. 3 главных критерия успеха у вас спрашивают. Честность. Выделить можете вы? Честность. Которые помогут достигнуть успеха в бизнесе. Самое главное — честность. Нужно быть честным с собой, нужно быть честным с теми, кто идет за тобой, с твоим коллективом. Честность, порядочность и, наверное, смелость. Вот все-таки страх пересечь сложно. Честность, порядочность, смелость. Спасибо. Так. Следующий вопрос. Есть еще вопросы? Есть вопрос. Здравствуйте. Какие качества должны быть присущи хорошему предпринимателю? Начинающему предпринимателю? Ну, можно и начинающему. Начинающему предпринимателю. Ну, самое главное — терпение. Почему? Потому что не все сразу решается быстро, как бы вы хотели. Если действительно есть мечта, если вы хотите заниматься тем, что вот вы для себя поставили какую-то цель, не сворачивайте. Всегда можно повернуть назад. Но вы сначала попробуйте добиться успеха в том, что вы выбрали для себя. Всегда вот из любой ситуации есть 2 выхода. Можно вернуться назад, можно пробить головой стену. Лично вот мой опыт покажет то, что пробивать стену больно, но это полезно. Да. Вы всегда можете. Быть целеустремленным, быть честным, быть терпеливым. Вот это активным, да? Креативным быть. Да, это обязательно. Нужно, понимаете, немножко иметь другое мышление. Не нужно идти по стандартному пути. Всегда бывают вещи, которые, они могут возникнуть из пустоты. Это, вы можете просто это почувствовать. А для того, чтобы это почувствовать, нужно быть разносторонним, нужно много читать. Вот мне, например, очень сильно нравится, есть Наполеон Хилл, один автор, у него есть метод дробленой вишни. То есть это берется, если какая-то большая проблема, ее нужно делить на мельчайшие частички и пытаться решить проблему по частям, по маленьким-маленьким частям. Это вот даже предприниматель, который с большим стажем, вот Рокфеллер, тот же самый, Макдональд, они начинали с маленьких шагов, и они находили какие-то мелкие нюансы, которые помогали им стать успешными.
У всех вообще только им самим написано. Это нужно только терпение, нестандартное мышление, ну и, наверное, смелость, честность, да, добропорядочность. Спасибо вам за ответ. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Студенттер. Иә. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым ИП-ні қанша жастан бастап ашады? Сол туралы білгім келеді. Так, ИП открывается с 18 лет. Можно пойти в палату предпринимателей, там вам дадут полный пакет для открытия своего бизнеса, помогут сделать первые шаги, помогут зарегистрировать вас в налоговом комитете. Лично мне это тоже Национальная палата предпринимателей очень в этом помогла. Я прошла курсы бизнес-советников, а потом уже немножко получила определенные очертания своей идеи, и да, это мне очень сильно помогло. Но с 18 лет. То есть, получается, когда вы становитесь полноценными членами нашего общества, когда у вас есть право голоса, у вас есть и право открывать ИП, заниматься предпринимательской деятельностью. Сұрақтар аяқталды ма? Жақсы. Енді келесі Алия Жолдаспаевна, сізге көп рахмет. Спасибо вам за ответы на вопросы студентов. Следующее. Мы предлагаем вам тренинг для студентов под названием «Азбука предпринимателя». Дорогие студенты, я хочу провести такой тренинг «Азбука предпринимательства». Давайте обобщим все качества предпринимателя, которые выявили разные ученые. Первое – стремление к независимости. Второе – свобода действий. Третье – творческой работе. Четвертое – созданию капитала. Пятое – потребность власти, влияния. Шестое – воля к победе, стремление к успеху в борьбе с соперниками и самим собой. Распознавание возможностей. Умение проектировать, умение управлять рисками, умение пережить неудачу, склонность к действиям, а не планированию. Скажите, пожалуйста, какие качества у вас есть, а каких нет? Енді әртүрлі ғалымдар анықтаған кәсіпкердің барлық қасиеттерін жинақтаса, ол жаңағыдай қасиеттер бар екен. Тәуелсіздікке ұмтылу, іс-әрекет еркіндігі, шығармашылық жұмыс болу керек, кәсіпкер болу үшін дейді, капитал құра білу керек, үстемдікке, билікке, беделге ұмтылу, жеңіске деген ерік жігер, жаңа Алия Жалғасбаевна айтып жатыр, міндетті түрде де ерік жігер болу керек, қарсыластармен және өзімен күресте табысқа ұмтылу, мүмкіндіктерді ажырата білу, жобалай білу, тәуекелдерді басқара білу, сәтсіздікті бастан өткере білу. Мысалы, кейбір адамдар сәтсіздікті бастан өткере білуде қиыншылықтар кездесіп жатады. Сосын жоспарлау емес, әрекетке бейімділік. Яғни әрекет жасауға, рисковать етуге бейімді болу керек екен. Енді осы айтылған қасиеттердің қайсы сіздің бойыңызда бар? Пожалуйста, подтегни студенты. Қазақша, орысша, екі тілде қатысып отырсыздар, айта беріңіздер. Осы айтылған қасиеттер қайсы сіздің бойыңызда бар? Кім айтады екен? Жеңіске деген ерік-жігер, капитал құру, іс-әрекет еркіндігі, жобалай білу қасиеттері менің бойымда бар. Жақсы, рахмет. Так, дальше, девочки. Студенты поактивнее. Тәуелсіздікке ұмтылу, қарсыластармен және өзімен күресте табысқа ұмтылу, тәуекелдерді басқара білу, жоспарлау, осылардың барлығы менің бойымда бар деп айта аламын. Жақсы. Енді сізді какую работу будете выполнять, чтобы развивать те качества, которые у вас нет? Есть студентов, не все же вот эти качества у вас есть, которые
еще надо доработать с этими качествами. Өзіңізде жоқ қасиеттерді дамыту бағытында қандай жұмыстар жүргізесіз? Жаңа аталғандардың ішінде, мысалы, сіздер тек қана 5-6 қасиеттерді атап тұрсыздар. Кейбір қасиеттерді атаған жоқсыздар. Солардың ішінде қайсысы сіздерде жоқ қасиеттер? Айтасыздар ма? Надо много работать над собой. Да. Стремиться к своей цели, надо много читать, развивать себя. Правильно, спасибо. Ага, дальше. Много читать книг. Еще. Не надо бояться. Можно ответить? Можно? Я думаю, что у меня нет такого качества, как преодолевать неудачу. Мне это дается очень трудно. Для этого я думаю, что мне понадобится поработать над тем, чтобы создавать новые цели, найти людей, у которых могли быть точно такие же проблемы, которые потерпели те же неудачи, чтобы у меня был наставник, и быть позитивнее. Спасибо, спасибо. Еще кто вышел? Я айтамыз. Менің бойымда капитал құру және тәуекелдерді басқара білу қасиеті жоқ. Себебі мен қандай да бір бизнесті бастаған кезде өзімді тәуекелге бас тіге алмаймын және де қаражат жағынан қиналамын. Және мен осындай қасиеттерімді басқару кезінде кәсіпкерлік негіздер сабағын оқи отырып, осы қасиеттерімді түзедім. Және де мен осы сабақтан көп білімдерді алдым. Жақсы. Рахмет, студенттер. Міне, кәсіпкерлердің басқа адамдардан айырмашылығы болады екен, міндетті түрде. Кәсіпкерлердің айырмашылығы. Олардың қандай айырмашылығы бар? Ол негізгі 3 қасиеті болады екен. Олар өте белсенді болады екен. Кәсіпкер болу үшін өте белсенді болу керек екен. Жаңа Әлия Жалғасбаева айтып жатыр, жауапты болу керек екен. Және нәтижені мақсат тұтады екен. Әрине, олар өздерінің жіберген, орында отырған жұмысынан нәтиже күтеді екен. Мен өзімнің тренингімді, яғни американдық инвестор Джейм Алтердің пікірімен аяқтағым келіп отыр. Ол былай деп айтады екен: кәсіпкерлер сәтсіздікке төзе алады, идеяларды генерациялай алады, осы идеяларды сата алады, осы идеяларды жүзеге асыра алады, және өз қателеріне қарамастан алға қарай келесі әрекеттерге ұмтылады. Мұны біз Әлия Жалғасбаевадан байқап отырмыз, осы қасиеттердің барлығын. Рахмет сізге, Әлия Жалғасбаевна. Студенттер, сіздерге де рахмет, белсенді қатысқандарыңыз үшін. Рахмет сізге. Сіздерге көп рахмет. Надеюсь, что информация, услышанная на лекции, была очень интересной и полезной. Действительно, проект «Основы предпринимательской деятельности» дает возможность обучающимся ознакомиться с новыми знаниями, аспектами, овладеть различными навыками, создание собственного бизнеса. И надеюсь, что то, что вы нам преподнесли, студенты для себя уяснили кое-что. Можно я добавлю, да? Да. Вот когда ко мне приходит выпускник, допустим, вашего колледжа или другого университета или колледжа, я не смотрю на диплом. Почему? Потому что не обязательно те теоретические знания, которые у соискателя горят глаза, если его любят дети, он остается на работе. Потому что когда человек верит в самом гизде, это видно, сразу видно. Поэтому будьте честными сами с собой, не бойтесь. И даже если хотите начинать свое дело, у вас обязательно все получится. Будьте позитивными, работайте над собой. Я желаю вам всем успеха. Рахмет. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.